сказки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память никуда. Всем приветик, ребята, меня зовут Джама и добро пожаловать на мой канал Jamkin Dots. Сегодня я хочу вам показать несколько причесок, которые я обычно делаю на себе. Тем более много сообщений получала, покажи, как это делаешь. В принципе, они очень легкие, я их за 2 минуты обычно делаю. Так что, если вы попрактикуете, будет точно так же быстро, как и у меня получается, в принципе. Эти прически подойдут не только длинным волосам, как у меня, но и средней длины тоже. Так что, надеюсь, вам понравится. Хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь сейчас и не забудьте поставить лайк. А вот теперь давайте приступим. Ну что ж, начнем, наверное, с самой легкой прически. Мне даже стыдно этого показывать, потому что очень легко. Двумя указательными пальцами я разделяю переднюю часть моих волос и туго-туго завязываю. Здесь очень важно все, чтобы красиво. Что почему-то я не использую на этот раз расческу, я не знаю почему, походу я решила, я так справлюсь. Обычно я расческой точнее. Завязываю туго-туго резиночкой. И желательно, чтобы этот хвостик был маленький, не такой большой. И потом немножечко убрать маленькие волосики, очень важно, потому что только так можно эффект дать красивой прически. Вуаля, очень легко. Следующая прическа, это я называю Ариана Гранде две рожки. Разделяю волосы на две части, пробор, чтобы было поровну. Итак, теперь разделяю одну часть на 3 пряди. Будем плести здесь голландскую косичку. Это получается французская косичка, только наоборот. Получается, у нас есть правая, левая и средняя прядь получается. Когда ты плетешь, при каждом плетении, вместо того, чтобы сверху ложить правую и левую прядь, нужно все класть под средние. Примерно так. И все нужно плести вверх и завязать резиночкой. Эту часть я, наверное, покажу более конкретно, потому что та сторона не очень получилась, так себе. Так, 3 пряди здесь разделяю пальцами. Потом, как видите, все я перекладываю один за другим под среднюю прядь. И при каждом перекладывании правой и левой пряди добавляю волосы. И все туго-туго держу пальцами. И, конечно же, все плету вверх, именно на макушку, чтобы потом сделать рожки. Примерно так. Здесь очень важно не отпускать волосы и туго-туго держать. Несколько раз попрактикуйтесь, будет нормально, хоть руки будут болеть, вы потерпите и сразу у вас получится. Сразу не получится, я вам сразу скажу, у меня это на 10-й раз, наверное, получилось. Как видите, примерно так. Теперь я буду делать дулечку, как бы рожки. Все, как вы видите, кручу и потом прикрепляю невидимкой. Конечно, я самый ужасный комментатор, если честно. Примерно так, ребята. Как видите, примерно легко, просто нужна сложная часть, это, наверное, плетение, а так остальное все очень легко. Давайте переходим к другой прическе. Другая прическа будет более, мне кажется, очень легкая. Здесь нужно разделить по пробору, какой вы хотите. У меня пробор всегда такой. Левая часть больше, чем правая часть. Но я разделяю сзади на ровные 2 части. И мы здесь будем плести необычную французскую косу. Примерно так. Я беру 2 пряди с самого края правой части и самого края левой части. И, получается, перекладываю друг друга, но при каждом, как видите, я беру новую прядь с общей массой. Получается, у нас не будет средней, получается, пряди. Из-за этого с общей массой нам будет приходиться брать новые пряди и перекладывать друг друга. И я не думаю, что это называется французская коса, мне кажется, это более как по-английски говорят fishtail, типа fishtail. Вот примерно так. Не обязательно, чтобы она идеально была, потому что мы будем все равно пушить потом дальше, поэтому здесь не обязательно, чтобы было ровно красиво. Самое главное, чтобы они переходили друг друга. Как видите, я беру с общей массой чуть-чуть по чуть-чуть, перекладываю друг друга. И желательно, конечно, чтобы пряди были одинаковой массы, так что, когда будете брать с общей массы, старайтесь брать по маленькому. Как видите, примерно так. Теперь здесь нужно завязать резиночку, и все придется пушить. Подтягиваем хорошенько, не бойтесь, что оно испортится. Примерно так. Здесь моя камера, наверное, вырубилась, так что ничего не видно нормально. Но на другой части я, наверное, хорошенько покажу.
Как вы помните, я вам говорила, опять же, самый край правой части, левой части прикладываем друг к другу и с общей массы начинаем добавлять и прикручивать. Примерно так. Сложно объяснять, но, как видите на видео, мне кажется, более понятно, чем я вот тут говорю. Завязываем резиночку. Как видите, теперь потихонечку все подтягиваем. Здесь, мне кажется, лучше видно, чем на левой части. Нужно хорошенько распушить. Как видите, ничего не случится, если они друг на друга хорошо связаны. Она не испортится, так что можно, не бойтесь, распушить. Примерно так. Примерно так, ребята. Конечно, можно поменять резиночку, у меня другой резиночки не было, так что sorry. Так, теперь эту же прическу можно сделать другой прической. То есть прикручиваем одну часть, и все нужно завязать дульку сзади. Примерно так. Так как уже она красивая косичка, если вы сделаете как дульку, она будет красиво смотреться. Очень легко с этой же частью можно сделать две разные прически. И, конечно, нужно прикрепить все невидимкой хорошенько, чтобы она не упала. Как видите, я оставила немножечко челку. Челку, мне кажется, очень важно. Будет красиво смотреться. Ну что ж, ребята, на этом все. Спасибо огромное, что посмотрели видео до конца. Я попыталась комментировать, сделать background voice. Я уже вторую неделю пыталась записать, потому что очень тяжело объяснить туториалы, особенно если туториалы связаны с плетениями волос. У меня русский просто падает, вообще мой русский пропадает, так что мне было очень тяжело. Надеюсь, было вам понятно. Так что вот, ребята, 4 очень легких причесок, которые можно на работу, в школу или просто так, я не знаю. Так что надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами на следующем видео, ребята. Пока-пока.